Московский «Спартак» на своем поле сыграл в ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в центральном матче 10-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе красно-белых гол забил Эсакиэль Панце. У гостей отличился Александр Ерохин. «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей и продолжает возглавлять таблицу чемпионата, набрав 21 очко. Столько же пунктов у «Спартака», идущего вторым, однако московский клуб уступает по дополнительным показателям. В следующем туре, который состоится после паузы на матче национальных сборных, «Зенит» на своем поле встретится с Сочи, а спартаковцы в гостях сыграют с «Химками». Казанский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Новосибирске в рамках второго тура по рематч Суперлиги и завершилась со счетом 3-2. Казанский клуб принимал участие в матче в качестве действующего обладателя Кубка России, а «Локо» на правах победителя чемпионата страны. Для «Зенита» эта победа в Суперкубке стала 8-й в истории, что является рекордным показателем. Хоккеисты хельсинского «Йокерита» со счетом 3-2 выиграли у ярославского «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Джордан Шредер, Якуб Крейчик и Никлас Йенсен. У проигравших отличились Владимир Ткачев и Егор Коршков. В турнирной таблице западной конференции «Йокерит» занимает 6-е место. «Локомотив» идет следом на 7-й позиции, у клубов по 11 очков. В следующем матче хельсинский клуб на своем льду сыграет с московским «Спартаком», а «Локо» на выезде встретится с подольским «Витязем». Россиянин Андрей Рублев победил южноафриканца Кевина Андерсона в матче третьего круга открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2, 6-3. В четвертом круге соревнований российский теннисист сыграет с венгром Мартеном Фучевичем, выигравшим в своем матче у бразильца Тьяго Монтейро. В данный момент Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе 5 побед на турнирах ATP. На соревнованиях серии «Большого шлема» его лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Итоги открытого чемпионата Франции будут подведены 11 октября. Якутские боксеры завоевали 5 медалей на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в Улан-Удэ. Как сообщает ЕСИА, обладателем награды высшего достоинства стал Михаил Варламов. В финальном поединке якутянин выиграл у Альберта Гатулина из Бурятии. Серебряными призерами чемпионата стали Николай Григорьев и Виталий Стручков. Медали бронзового отлива завоевали Ян Алексеев и Аял Степанов. Напомним, данный турнир являлся отборочным на чемпионат России, который стартует в конце ноября в Оренбурге. Таковы главные новости спорта к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!